Первый пункт проверки – город Назрань. Здесь ко Дню Республики намерены сдать несколько объектов. Также планируется озеленить город, придать ему праздничный вид. Благоустройство скверов и парков, а также реконструкция памятников – это одна из важных задач, стоящих перед главой города ко Дню Ингушетии. В благоустройстве Назрани примут участие и его жители. Во всех мероприятиях активное участие принимают жители нашего города. Это в плане того, что и наши офисы, учреждения, организации и сами жители принимают активное участие по благоустройству своего родного города. Все объекты, которые готовят сдать к празднованию 25-летия республики, все это делается для жителей Ингушетии, подчеркивает Муслим Мендиев. В первую очередь для нас с вами, для наших же жителей, для нашей республики, для наших гостей, чтобы они увидели не только в год 25-летия, но и в другие времена, что наше муниципальное образование интенсивно развивается, что мы строим новые дороги, новые мосты, которые мы сейчас здесь видели. Все для нашего же населения, для нашего же блага это делается. Глава Назрани признается, каждый объект, каждая стройка, каждый жилой дом или школа – это не только новый штрих во внешнем виде города, но и рабочие места, инвестиции и вклад в будущее местных жителей. Один из таких серьезных объектов – это у нас и превентивный центр, и детская больница, это зал дзюдо и ряд других объектов. И в том числе у нас на сегодняшний день, несмотря на трудное финансовое положение, мы уже строим 2 моста через Алханчурский канал. И эти объекты будут сданы к Дню образования нашей республики. Говоря о переходе через Алханчурский канал, следует отметить, что строят его вместо старого моста, который был построен еще в 60-х годах. Новый мост будет куда прочнее, ширина его составит около 8 метров. Вот это небольшой маленький мост у них был. С учетом того, что разрастаются новые микрорайоны за каналом Назрани, администрация города будет здесь строить вот этот мост, как говорит глава города. Они к 25-летию республики уже сдадут новый. Обязательно, да. Новый мост. Раньше вдоль этого канала располагались старые гаражи, которые решено перенести, а вместо них разбить парк общей площадью 1,5 гектара. Здесь поставят скамейки, установят фонари, а назвать планируют в честь легендарного ингушского летчика, героя России Мурада Оздоева. Я думаю, что в честь него будет построен такой красивый, современный сквер, чтобы наши жители нашего города, дети, наши подрастающее поколение, чтобы могли выйти прогуляться по данному скверу. А вот что планируется высадить в этом новом парке? Я думаю, что мы тут высадим ряд плодовых деревьев, декоративных деревьев, будет пара фонтанов, освещение, скамейки, тротуары. И вот в таком плане. Я действительно не радуюсь, над тем, что у нас это получилось. Ну а сквер имени Льва Толстого власти Назрани намерены расширить. Ко Дню Республики его должны привести в праздничный вид, посадить цветы. Кстати, их по всему городу намерены высадить около 350 тысяч. Через дорогу от сквера намерены высадить деревья, поставить скамейки и установить фонари. Таким образом, здесь появится еще одна зона отдыха. По этой территории у нас планируется разбить такую же красивую зону. Будет брусчатка, скамейки и освещение. И с правой стороны от нас, вот тут мы планируем разбить и сделать такие же аттракционы для наших детей. Далее Муслим Мендиев проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Насыр-Корте. Его также планируют сдать ко Дню Республики. Строить его решили после победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио. В большом 3-этажном здании смогут заниматься различными видами спорта. Ну а в Яндере планируют сдать фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП уже полностью готов. Осталось только сделать генеральную уборку и привести в порядок прилегающую территорию. Муслим Мендиев поручил ко Дню региона сделать акцент на ингушской символике. Первое, что здесь согласно плану стоит, это оформление к 25-летию, это эмблемы, это значит баннеры, растяжки по 25-летию республики. Они уже должны быть. 25 тысяч различных саженцев к 25-летию Ингушетии планируют посадить по всей республике. Работа в этом направлении уже началась. В Газиюрте вдоль федеральной трассы посадили 200 саженцев клена и липы, а в Икажево разбили аллею. Очень большой объем работы, вне плана нашего, что так и должно быть.
25-летие – это дата общая для всех нас. У нас будет много гостей, очень большое праздничное мероприятие. Первый дворец культуры возводят в Кантышево. К его строительству подошли со всей ответственностью. В здании общей площадью более 700 квадратных метров будет свыше 200 посадочных мест. Мы стараемся вовсю закончить ко Дню Республики этот объект сдать. Поэтому благоустройство, все, что связано с этим объектом, я думаю, что сдадим ко Дню Республики. И все, что необходимо в этом направлении, есть. Также в Кантышево вдоль центральной дороги планируют разбить парк, первый в сельском поселении. Словом, Назрань и Назрановский район к 25-летию готовятся основательно, отметил Муслим Индиев, завершая инспекционную проверку. И с уверенностью можно сказать, что наша республика с каждым годом становится все краше и ярче. Таким его делают огни фонарей и блеск в глазах жителей. Светлана Томова, Магомед Дидигов, Джамалел Тамасханов. Новости 24.